И была очень красивая такая метафора, когда Владимир Зеленский говорил о том, что мы знаем, что этот день обязательно наступит, и наш чемпион Александр Усик проведет бой в Судаке, Джамала даст концерт в Коктебеле, Сенцов презентует новую ленту в Ялте, Меджлис крымско-татарского народа сможет вернуться к себе в Симферополь на улицу. Шмидт даже знает номер 2 в свое родное законное здание. И при этом добавил, что полноценное окончание войны случится на Донбассе, а полноценное восстановление мира произойдет в Крыму. А вот, это красиво, да, согласитесь, и достаточно эмоционально. А вот что за скобками вот этого, вот, где какие-то конкретные? Смотрите, несколько банальных таких истин, да, все мы люди. И все мы, если мы нормальные люди, и тем более хотим соответствовать тем полномочиям, обязанностям, которые на нас возложены, а в данном случае речь идет о президенте, на него выбором большинства граждан Украины возложены колоссальные ответственности, и он должен этому соответствовать, то, разумеется, такие люди когда-то должны начинать, по крайней мере, вслух рассуждать о тех проблемах, которые им приходится или придется решить. И то, что сегодня президент Зеленский, несмотря на очень многие условности, связанные с международными партнерами, в том числе даже с Россией, но не как с международным партнером, а как участником Нормандской четверки, мы только можем догадываться, какие там, особенно последние месяцы, в том числе в связи с подготовкой к парижской встрече, были какие-то, но если не договоренности, то хотя бы определенные условности, которые можно переступать или нет. И когда президент Зеленский уже неоднократно, кстати, он очень четко расставляет такие маркеры в тех сферах, которые очень болезненны для Путина. Ну, скажем, итоги Второй мировой войны, его выступление в Варшаве. Вот. Сейчас по Крыму. Мне представляется, что это достаточный прогресс. Другое дело, что вы в самом начале своего вопроса сказали о том, что надо как можно быстрее форсировать те невыполненные задания, которые остались от прошлых лет.